Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана завершил визит в Японию. По итогам туркмено-японских переговоров подписано 15 документов. Туркменские самбисты завоевали 6 медалей в первый день чемпионата Азии и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил рабочий визит в Японию и вернулся на родину. В рамках поездки глава государства встретился с императором Японии Нарухито, который высоко оценил участие Туркменистана во Всемирной выставке Экспо-2025 в Осаке и отметил успехи страны во всех сферах развития. Состоялись также переговоры с премьер-министром Японии Сигеру Исибой, в ходе которых были рассмотрены ключевые направления двустороннего взаимодействия. Президент Сердар Бердымухамедов пригласил главу японского правительства принять участие в международном форуме, который планируется провести 12 декабря в Ашхабаде по случаю 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Особым событием стала церемония в университете Цукуба, где президенту Туркменистана было присвоено звание почетный доктор философских наук. Кроме того, Сердар Бердымухамедов провел встречу с председателем Японского банка международного сотрудничества Хаяси Нобумицу. Важной частью визита стала встреча с представителями деловых кругов Японии, в которой приняли участие руководители крупнейших компаний, включая Mitsubishi Corporation, Sumitomo Corporation, Komatsu Limited, Kawasaki Heavy Industries и другие. По итогам состоялось подписание ряда документов о сотрудничестве. Председатель агентства Туркмен-Рогатнашик Хаджимурат Худайгулыев предложил расширить сотрудничество по созданию региональных интернет-магистралей и трансграничных дата-центров на Азиатско-Тихоокеанском саммите Всемирной интернет-конференции в Гонконге. Глава Туркмен-Рогатнашик подчеркнул стратегическую роль Туркменистана в развитии цифровых транспортных коридоров между Азией, Ближним Востоком и Европой. На 8-м заседании Меджлиса Туркменистана 7-го созыва рассмотрен важный проект изменений в закон о миграции, который существенно упростит процедуру въезда иностранных граждан в страну. Закон будет дополнен нормами о выдаче электронных виз иностранным гражданам и лицам без гражданства через единую информационную систему. Вице-президент мессенджера Telegram Илья Перекопский поделился восторженными впечатлениями от своего первого визита в Ашхабад. В серии публикаций в социальных сетях топ-менеджер отметил уникальную архитектуру и городскую инфраструктуру туркменской столицы. Особое впечатление на вице-президента Telegram произвела городская планировка. По его словам, Ашхабад отличается широкими проспектами, просторными тротуарами и практически полным отсутствием автомобильных пробок. Перекопский также отметил большое количество зеленых зон и парков. 6 женщин совершили успешный полет в космос на ракете Blue Origin и благополучно вернулись на Землю. В состав экипажа вошли певица Кэти Перри, ведущая Гейл Кинг, невеста основателя Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес, экс-специалист НАСА в области ракетостроения Айша Боу, ученый Аманда Нгуен и кинопродюсер Керриан Флинн. Продолжительность полета составила всего 11 минут. Старт был произведен с космодрома в Западном Техасе, после чего корабль достиг высоты в 100 километров над поверхностью Земли. Пассажиры испытали состояние невесомости в течение 3 минут. Производитель бытовых товаров Clorox Австралия получил крупный штраф в размере более $8 миллионов за недобросовестную маркетинговую кампанию. Компания была признана виновной в обмане потребителей относительно происхождения сырья для своих мусорных пакетов. В течение 2 лет с июня 2021 года по июль 2023 Clorox Австралия рекламировала свою продукцию как изготовленную на 50% из океанического пластика, собранного в море. Однако расследование органа по защите прав потребителей установило, что материал для производства пакетов был собран в наземных населенных пунктах Индонезии на расстоянии до 50 километров от побережья. Национальная сборная Туркменистана по самбо успешно выступила в первый день чемпионата Азии и Океании, который стартовал в Ташкенте. Туркменские спортсмены пополнили командную копилку 6 медалями, 2 серебряными и 4 бронзовыми. Престижные континентальные соревнования собрали более 600 атлетов из 23 стран региона. Серебряные награды в туркменской команде завоевали Мухаммед Мурат Бабеков в спортивном самбо и Безерген Бегенджев в боевом самбо. Бронзовые медали в копилку туркменской сборной принесли представители мужского спортивного самбо Сапар Давлетов и женская часть команды Азиза Назарова, Зулиха Худайбердыева и Мирджен Джораева. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.